Дрова, конечно, просрелись, и даже вот горелкой не зажечь. Нормально. Такое вот сегодня утро интересное. Ночью все здесь было в тумане. Просто, ну, я прямо видел, эти капельки влаги летали по воздуху. Сейчас вроде немножко рассеивается. До 4 утра вчера с монтажом просидел, не доделал. И хочется сегодня вот сделать, загрузить, потому что у меня вот у ребят, у друзей есть Wi-Fi, по идее, там. Вот, кстати, да. Получается, я прям рядом со своими родственниками. Вот у них домик здесь, участок. Они как раз вчера переехали, наконец там доделали. Сейчас к ним в гости поеду сегодня. Ну, там как раз помоюсь. Вот мне бы Wi-Fi у них там. И загрузить уже видео. Но чтобы загрузить, надо доделать. А я еще не доделал. Вот. Ну и, конечно же, ежедневная утренняя пробежка. Привычку я еще 100% не выработал. Особенно здесь, тем более в этом месте. Побегать вообще самый кайф. Ну, я, конечно же, имитирую, я не буду с камерой бегать. Ну, вот примерно так это и будет выглядеть. Я вот уже вчера бегал, с дороги сходишь здесь, и там вот такое вот плато прикольное. По нему так... Ну, раз добежали до сюда с камерой, давайте осмотримся. Здесь тоже прикольно. Ух ты, я что-то этих скал не видел. Нагромождение. Так интересно, где бы ты ни находился, вокруг погулять столько всего интересного можно найти, необычного. Просто надо не лениться, а походить. Вот я даже не видел, что здесь так вот рядом со мной такие волны. Казалось бы, гора такая известняковая. Ну вот, такая более твердая порода навалена. Здесь персиковые сады, кстати, вот это вот. И это вот там у ребят прям персики растут. И орех какой-то мускатный, я не помню какой. Ой. Ну, вместо бега можно походить вверх-вниз, в принципе, тоже зарядка еще та. Все, я тоже вспомнил, да, когда снизу поднимался по той дороге, я сюда вот пришел, туда, и пошел к этому пальцу. Кстати, да, вполне заменяет бег. Прям идет проработка мышц хорошая, полезная, нужная. Кровь разгоняет, лимфу. Вот так весь день сегодня туманище. Был момент, когда оно немножко вот снизу все было видно. А сейчас к вечеру опять. Время уже 4 часа. Сейчас скоро стемнеет, через час. А я никуда не поехал. Холодно. Сегодня я замерз, на самом деле, ночью. Я вот не сказал, что мне, ну, проснулся прям так вот было. Машину за один раз прогревал, заводил. Ну и вот. Хожу так вот весь день, наслаждаюсь, и вот этим тоже. Это тоже очень необычно, на самом деле. В этом что-то такое есть. Ну, любое явление природы, оно само по себе необычно. Ветер, дождь, ураган, шторм, солнце яркое, туман. Это все, от чего можно получать какие-то эмоции. Ну, вот у меня так. Для меня вот фраза «у природы нет плохой погоды», ну, она действительно как бы рабочая. Наверное, так можно сказать. Вот, так что, костер сегодня пожег, посидел. Так, просто вот в тишине, даже особо снимать ничего не хотелось, потому что съемки тоже такое дело. Ну, отвлекаешься на них, а тут хотелось просто покайфовать. Так, сейчас я собираюсь, спускаюсь вниз, и уже у ребят буду. Вот, ну ладно, буду собираться, у меня тут, как обычно, навалено все. Ну, сейчас надо просто стол собрать, сюда положить, а потом уже сверху все это складывать. Ну все, вещи собраны. Спасибо этому месту.
Мне здесь очень понравилось. Здесь я чувствовал себя как-то, не знаю, воодушевленно. Здесь какая-то вот энергетика такая прям, крутая. Убрался тут, всяких мусор пособирал, салфетки, бутылки. Ну так, не так много, пакетик собрал. Тут вот чистота и порядок. А еще знаете что? Вот я сейчас вот сидел там на стуле, наслаждался туманом, видами тумана. И у меня такая вот мысль возникла, что я же сейчас все импровизирую. Я сегодня не знаю, где я окажусь завтра. Это же так круто, когда у тебя нет плана. В какой-то степени. С одной стороны, если ты запланируешь что-то конкретно, поизучаешь там все это сам, то ты как-то грамотно можешь какие-то крутые места посетить. Но я люблю импровизацию, мне вот этот эффект неожиданности очень нравится. Поэтому я до сих пор, вот я ничего не изучал, я просто знаю направление и все. Где я буду ночевать завтра, вообще не представляю. Где послезавтра, и вот, по идее, мне нужно вернуться. Сегодня 6, по-моему, уже декабря. Мне к 20-му, там, 23-му нужно вернуться уже. То есть времени не так много осталось. Но я поеду. Вот где успеет, там... О, еще пузырь. Вот тут валяется всякая хрень. В общем, не знаю, сколько я успею увидеть, какие места я успею увидеть, где я вообще еще буду ночевать. Вообще, круто. И спасибо вам, что вы со мной, кто продолжает меня смотреть. Я надеюсь, вы тоже получаете большое удовольствие и какой-то эффект от того, что вы как будто бы тоже путешествуете со мной по этим местам. Потому что мне хочется именно вот этой энергией с вами делиться. Я надеюсь, у меня получается. Сейчас меня мало смотрят, конечно, Крым мало кому интересен, не то что Якутия. Но тем не менее, тем, кто меня смотрит, хочу отдельное спасибо и благодарность, что вам интересно, что вы со мной, не бросаете меня. Конечно же, мне это важно, как ни крути. Вот. Ну все, помчали, а то сейчас темнеет. Вообще ничего не увижу. Что здесь грязище? О, блин, ё-моё. Блин, ну и дорога вообще не проехать. Что-то зря я тут поехал, конечно, похоже. Ёшкин кот. Я там помотыляло, я даже не ожидал, что так будет неприятно ехать, прям съезжал с дороги. Ну вот, дом у ребят. На самом деле, ребята красавчики, не знаю, захотят ли они сниматься. Молодые, Коля с Ксюхой. У них 5 детей. Такая банда здесь. Ну, сейчас, не знаю, может быть, познакомлю вас с ними. Вот. Они были на горе, мы с горы пришли. А, тоже на горе были, да? Ну, привет. Вот они. Мы тут живем уже. Уже все, поселились, да? Класс. Молодцы. Ну, привет. Ксюха, Коля. Привет. Привет. Как у тебя там на горе? Да круто, я там вообще не хотелось уезжать. Я на вас два дня сверху смотрю. Да. Ну-ка, Машка. Думаю, надо дойти. А что вы тут делаете? Это мойка будет? Да, пытаемся. Но пока... Давайте помогу что-нибудь. Тут они же тоже на горе были. Кто на горе был? Ну, Васька и Потому что они троих Лена. Когда они придут? девушки с тобой тоже. Ну, кто-то был с тобой, да? Не-не. А, были, там приезжал ко мне подписчик мой, узнал, что я здесь. С сыном приехал в гости, да. Мы, ну, прикольно посидели там, костер пожгли. Подкрепление прибыло. Привет. Поздоровайтесь. Вы у нас будете. Ну, я завтра поеду. Я переночую сегодня в машине. Как вам дома? В новом доме? В своем? Здесь Классно. будешь с нами спать. Ну да, ну либо в машине, либо здесь, я не знаю, еще посмотрим. Не-не-не, давай лучше здесь. Хочешь спеть? Да, со мной будешь Ладно. спать, это мне страшно очень. Вот со Страшно, мной да? будешь. Ладно, чтобы тебе не страшно было. Хорошо. Видел мой нож? Так, у меня для вас гостинцы есть небольшие. Так, стоп. Это, значит, это тебе, держи. Так, они такие небольшие. Это тебе мужской. Тебе вот такой, не знаю, это. Машули только ничего нету, я что-то не придумал, что. Да не надо. Что маленькое. Ну ладно, остальное там маме Кате, тортик еще. Пойдемте. Ничего, что я в тапках или что?
в чем угодно. Хоть на О, голове. пожалуйста. Не, я тут вот тут буду разуваться. О. А бабушка с дедушкой здесь? А, да? Откроешь? Сейчас откроем, да. Сейчас. Должны на днях тоже добраться. Моня. Что происходит? Какой-то Что дядька происходит? с палкой пришел, я не поняла. Это мой дом, я тут хозяйка. Такие крапузы. Катя дома? Последний ребенок. Катя, дядя Игорь приехал, спускайся, он тебя видеть хочет. Она накрашивается, да? Я на камеру снимаю. Такая вот кухня крутая. А вот там, если днем посмотреть, вон там я сижу. Моя Сидел. любимая. Далеко. Угадал, что ли? Все, серьезно? Как хорошо. Да? Покажи, что это такое вообще. Я угадал? Класс. Я рад. А у тебя Тёма что досталось? Еще не смотрел? Давай, открывай. Открыть не могу. Ну как вот тут вообще это? Вот так вот, да, пока? Ну что, круто. Я так прожил 5 лет в своей квартире, на самом деле. Если мне сейчас не понравится, то тогда в будущем привози мне такое. Это из Такой сказочного же, да? патруля. А, понял. Ну ладно, буду знать. У нас, видишь, 2 дня, ну, мастер нам вот когда там позавчера доделал санузел. И вот 2 дня нету, потому что то ураган обещали, он там у себя Мастера? сидел, боялся, да. В воскресенье у него выходной, 2 Давай. дня его нету, а мы тут в эти 2 дня пытаемся жизнедействие Что-то такие сделать, да? У нас там унитаз, душ есть, раковины нету, не умыться ничего, не посуду помыть. Поэтому сейчас мне ваяет какой-то раковину. Ну душ есть, да? Я бы душик принял. душ есть, да. С удовольствием. Сейчас иди, а я тебе потом выйдешь, чай попьем. Ага, да, я чай. О, Катюх, Две привет. слабоват, ну ничего. Да, Тебе я у нас это, тоже, видишь, шоколадку какая волшебная? это, принес. Ешь шоколадки? Тебе выбирай, какой тут на выбор. Одну маме, одну тебе, одну Тяне Вине. Так, маме тоже шоколадку держи. Какую И тебе? маме же... Нет, маме вот это. А это Тяне Вине туда передадите. Хорошо. Спасибо. Приятно, когда мы вот тут посчитали. Так, а вот здесь санузел, да? Ну-ка, Да. давай посмотрим, как. Тут тоже было вчера. О, ну душ вот готов. Да? Вот душ, да, душ можно Класс. помыться. Сейчас я тебе полотенце Это чего-нибудь да. выдам. У меня есть все, у меня полотенце есть. Где полотенце? У меня полотенце, шампунь, мне много ничего, чего есть. ничего не надо, да. Я же автономный, у меня для проживания все, что надо. Я говорю, может у нас машина? Он говорит, не, ну зачем? У меня есть У меня своя. машина, да. Вот. Знаешь, как там классно. Ну ладно, Не, ну ты все. сохранился, я так понимаю, с ней нормально. Привычка уже все. Ну да. Сегодня у нас Какой вкусный праздничный ужин. Не надо ничего готовить на горелке. Очень все вкусно. Вот эти соленья ребята здесь купили где-то по дороге. Я вот тоже поеду. Когда рыбку положишь? Может быть, найду себя. Положи, я положи. И мой любимый айрон. Ну, всем приятного положи. аппетита. Давай много. Сплю я в машине. Традицию нарушать не будем. Набрал бутылку воды горячей. Так будет приятнее спать. Тоже вид неплохой, в принципе, с утра. Ночью, конечно, сейчас я прогреваю машину разочек. Часов через 6, где-то 5. Становится так холодновато. Сейчас пытаюсь проснуться пораньше, чтобы выехать днем нормально. Дела все сделать. Занимаюсь видео для вас. Надо сейчас загрузить, чтобы завтра уже вышло. А погодка сегодня, наконец-то, солнечная. Я тоже забыл, что она бывает и солнечная. Ветра вроде такого нету. Так что надо сейчас заканчивать и ехать. Вот, ребят, такие виды. Вот моя гора, где там? Вон. Вот там, возле этого пальца я провел 2 дня. А вот, ребят, прямо у подножия здесь участок. Это персиковый сад. Представляете? Вот это все деревья, это у них персики растут и миндаль.
Тут так вот принято сажать миндаль рядом с персиками. Вот, по-моему, миндаль. Если я ничего не путаю. Сейчас в это время тяжело распознать. 6 декабря сегодня. Такая вот шикарная погода в Крыму. Везде, друзья, скидывают снег. В Якутске минус 35, по-моему, сегодня. Так что я пока имею возможность понаслаждаюсь еще солнечными днями такой вот погодой. О, прям тепло. Ветер есть, конечно, но не сильный. Вот, ребята говорят, персиков тут, конечно, море. Вот они, насколько могли, все сохранили. И мы, в принципе, еще, видите, на горе находимся. Виды такие, вот, с кухни, с дома. Вообще класс. Тоже хотелось бы когда-нибудь домик в горах. Ну, это, наверное, мечта многих. Кто-то домик у моря, кто-то домик где-нибудь. Но вот у меня почему-то именно вот визуализируется в голове такое, что он где-то вот горы какие-то, и вот такое уединенное. Как я сейчас это мыслю для себя, вот мне интересно в будущем, через много лет, там я посмотрю, допустим, это видео, вспомню, что я в себе визуализирую, мечтаю такое, что вот будет какой-то уединенный домик где-то далеко-далеко в горах, где я смогу, допустим, что-то творить, уезжать, писать книгу, там, делать какой-то фильм. Вот сейчас у меня такое чувство, что это будет. И вот передаю себе привет в будущее, сидящему в этом домике, создающему какое-то, что-то создающему, какое-то произведение. Я сейчас немножко ушел в себя, на самом деле, и прям визуализировал это. Главное видеть, представлять то, к чему мы идем, и мы обязательно к этому придем. Я в это поверил. Здесь, вот в этом поездке, в этом путешествии, мне особо это получается делать, потому что ты находишься как раз один, тебя практически ничего не отвлекает, а наоборот, все, что вокруг, тебя только вдохновляет. И тогда более ясно приходят в голову вот те образы, которые ты сам себе создаешь, чтобы создать свое будущее, свое счастливое будущее. Вот сейчас я как раз этим и занимаюсь. Вот, немного философии вам в ленту. Так, ну что, видео грузим, собираемся, надо бы ехать. Вот в той стороне, немножко обратно в сторону Севастополя, есть как монастырь. Мне сказали, что надо посмотреть, мне скинули название. Вот я бы туда сейчас доехал, там, говорят, очень красиво. Сейчас надо время не тянуть, уже 12. День световой маленький. Надо быстро собираться. Сначала зелеными листочками покрываться. Ага, вот. Сейчас пока за зиму привыкнем. С Ксюсей обсуждаем, что они вот только заехали, и даже вот не представляют они, какие виды им будут открываться весной, когда все цвести начнет. Да. Класс же, я прям... Слушай, надо обязательно делись с нами. Да. Так вот просыпаешься утром, отрываешь окошко, оттуда запах вот это все цветущий. Да. Я прям и представляю. Персики. Ага. Я пока не представляю, но в предвкушении нахожусь. Класс вообще. Сейчас за зиму привыкнет глаз к этому всему, потом все будет заново. Да, это вот первые, самые, как я в Якутию приехал, я же приехал зимой, и я не знал, какая она весной, какая летом, да. И для меня все было сюрпризом, я прям, вау, это так оказывается. Заправляюсь чайком в дорогу и в путь. Ну все, ребята, я помчал. Спасибо вам большое за гостеприимство. Вам удачи с заселением. Старшие в школе, младшие вон бегают. Все, гулять идите, улица, погода какая хорошая. А? Давайте. Все, чао, какао, пока. Ну все, ребята, счастливо. Спасибо за гостеприимство. Вы большие молодцы. Очень крутые. То, что у вас 5 детишек, это тоже такая вот дружная, большая, веселая семья. Очень рад был к вам заехать в гости. И прям долго не мог уехать. Сейчас все, час дня, надо в монастырь, уже почти 1:30. К 2 я приеду в монастырь Шулдан. Мне просто сказали, что он очень интересное и красивое место, и больше я ничего о нем не знаю. Поэтому сейчас по факту будем разбираться. Тут грязище, надеюсь, подсохло немножко. Так-то, по идее, можно... Вот, ну, я пытался поверху вчера, подальше от кустов. Не хочу как бы по кустам тереться. Ну, а Коля говорит, едь по колее и все, и не парься, типа.
Ну, не борись с ней, вот. Вот так вот. Ай-яй-яй-яй. Блин. Столб металлический. Ух. О, как я его проскочил-то. Ёшкин кот. Сейчас будет это самое. Ну-ка. Да, прям. О. Хотя, по идее, тут колея, да, она бы не дала мне об него. Но вот мог бы жестко поскрестись. Вот вчера я ночью так там вот пытался не съехать в кусты в эти. Краску царапают, не хочется от ее.